Гражданская авиация требует серьезных вложений. Во всем мире развитию аэропортов уделяется большое внимание, а Кыргызстан начал серьезно отставать. Чиновники говорят, если наша страна хочет конкурировать с соседями по региону и стать международным хабом, то нужно где-то искать средства. Сегодня есть ряд инвесторов, которых Кабинет министров готов привлечь к этой работе. По итогам лучших предложений наших международных партнеров мы начнем, так скажем, процесс реализации наших аэропортов с учетом специфики нашего региона, с учетом специфики развития наших аэропортов, что позволит привлечь в Кыргызскую республику, так скажем, добросовестных и известных инвесторов в части модернизации наших аэропортов. Именно вот по итогам того анализа, который нам осуществляют наши международные партнеры, будет уже ясно, по какой модели мы пойдем, будет ли это ГЧП, будет ли это конкурс или еще другие предусмотренные нашим законодательством, так скажем, процесс отбора инвесторов. Это будет ясно в скором времени. Эксперты говорят, направлений, по которым необходимо вести работу, очень много. И это не только развитие инфраструктуры аэропортов, но и улучшение работы с пассажирами. Сегодня уровень аэропорта Манас далек от того, который требуется для полноценного авиасообщения и обслуживания пассажиров на мировом уровне. Поэтому Кабмину стоит разработать комплекс мер в этом направлении, считают эксперты. В аэропорту Манас, во-первых, надо вторую взлетно-посадочную полосу строить, потому что с одной посадочной полосой много пропускная способность ограничена. Опять же, надо строить там для обработки, так сказать, пассажиров и грузов. Это же прием большого количества, чтобы он готов был, аэропорт. Сейчас мы вот открытое небо объявили, но это не значит, что завтра автоматически все самолеты могут сесть. Потому что для них надо создавать условия. Это те грузы, которые они привозят или вывозят, их нужно обрабатывать, грузить, разгружать. То же самое с пассажирами, то же самое с заправкой. Пока у нас не будет нормальной дешевой заправки, никто у нас садиться толком не будет. Депутаты говорят, аэропорт Манас вполне мог бы сам себя модернизировать, если бы больше средств государство оставляло на развитие воздушной гавани. На сегодняшний день это одно из самых прибыльных предприятий в стране. Поэтому, если правительство все же решит пригласить инвесторов в этот проект, проблем с поиском желающих не будет. У нас Манас – это один из важных хабов Кыргызстана, поэтому желающих очень много. И тем более, как ГЧП, государственно-частное партнерство, тоже желающих много. Мы просто должны решить, мы сами будем делать или через государственный. Но аэропорт Манас сам по себе тоже очень финансово устойчивая у нас компания. После Комтура внутри Кыргызстана он где-то год зарабатывает от 2 до 2,5 миллиардов сомов. Поэтому если как бы обновлять или строить частично или как бы и поэтапно, он сам может. По какому пути пойдет правительство, станет ясно после изучения всех предложений. Потенциальных инвесторов в Кабинете министров пока не называют. Ранее турецкий холдинг ТАФ Аэропортс Мустафы Шенера был готов взять аэропорт Манас в доверительное управление. Тогда тоже шла речь об инвестировании в модернизацию двух международных аэропортов – Манас и Ош. Тот факт тогда вызвал возмущение общественности. Главный аргумент заключался в том, что аэропорт – это стратегический объект. Игорь Потанин, Асхат Ибраимов, НТС.